Аузубилляхи минаш шайтани радим. Дорогие канажцы, сегодня я нахожусь в главной святыне наших мусульман, в нашей мечети. И сегодня у нас очень интересная встреча с очень интересным человеком, с нашим Наилем Хазрятом в нашей мечети. И очень правильно, что сегодня мы хотим поговорить с ним о очень важном таком событии для всех мусульман, как о посте. Идет месяц Рамадан. Это священный лунный месяц для всех мусульман. Мусульмане всего мира, всей планеты держат этот пост. Да, нелегко, непросто, но тем не менее человеку помогает в это время вера. Вера во Всевышнего, вера в Творца. И сегодня я хочу Наилю Хазряту задать один вопрос. Очень много мусульман нашего города, да и не только, наверное, нашего города, хотят держать пост, но они не знают, с чего начать. И вот как бы им не совершить ошибки и правильно начать держать пост. Бисмиллахи рахмани рахим. С именем Всевышнего Милостивого Милосердного. Альхамдулиллахи Раббил Алямин. Хвала Всевышнему Господу миров. Вассалату вассаламу аля саидана Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. И пускай будет благословение Всевышнего последнему Божьему посланнику и пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижникам, и всем тем людям, которые до судного дня следуют путем ислама, путем пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Добрый день, уважаемые гости, уважаемые телезрители. Наступил священный месяц Рамадан, и как последнее писание, которое было ниспослано пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, Коран, в этом Коране говорится: Аузубилляхи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Я айюхалладзина аману, кутиба алейкумус сиям, кама кутиба алялладзина мин кабликум лааллакум таттакун. Всевышний обращается к верующим. Не говорит о люди, говорит о верующие. Я айюхалладзина аману. Предписан вам пост, как был предписан людям до вас. Возможно, вы будете богобоязненными. Это о чем говорит? Что пост, он не был предписан только для мусульман, а до вас, начиная от первого посланника Божьего, от Адама, завершая последнюю миссию всех пророков, это Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Также был предписан и Моисею, так было предписано и Иисусу, мир им, которым озвучивается в Коране в некоторых местах. А первый пост уже начался в раю. Первый пост был уже в раю, когда Всевышний сотворил Адама и Еву. В раю было все. Все были в наслаждении. И вода была досыта, и еда была досыта, и жизнь была прекрасна. Но Всевышний в виде поста им сказал: не притрагивайтесь к одному дереву. Не трогайте, это яблоко. И тогда искушение, дьявол сказал: Всевышний вас обманывает. Вы, если в раю съедите это яблоко, то тогда вы вечно останетесь в раю. А тогда Адам и Ева поддались искушению и съели это яблоко. Они думали, что они смогут скрыть от Всевышнего это. Но когда съели недозволенные, а когда они жили в раю, они когда кушали доступные, не ворованные, которые Всевышний дал им пропитание, они кушали, пили, а их все, что лишнее, выходило через пот в виде вкусного запаха. А когда съели, своровали, который запретил Всевышний в виде поста, животики начали путить. А Всевышний, когда заметил это, они туда-сюда начали бегать по раю. А здесь испражняться нельзя, рай нельзя осквернять. Спускайтесь на землю, живите, плодитесь. Вот уже первый пост это был предписан Адаму и Еву. И вот так и говорит Всевышний, что до вас как держали, так и вам предписан. Лааллакум таттакун. Это пост только для богобоязненных. А богобоязненность – это некрасивая чалма, некрасивая ряса, некрасивое красноречие. А богобоязненность здесь, любовь ко Всевышнему.
Если человек любит искренне Всевышнего и любит все, что он сотворил, а самое любимое его творение – это человек. И никто не может посягаться на человека, и не только физически, а даже и словами. И даже собачку, и даже кошку, и даже любое животное нельзя не ругать, тем более наказывать чем-то. Так предписал Всевышний. Вот это путь богобоязненных. И Всевышний так и обращается. «Я аюхалладина аману», те, которые уверовали. И пост только могут делать искренние верующие. То есть у человека должен быть крепкий иман. Крепкий иман, вера в Бога. И когда Аллах Субхану ва Тааля не спаслал Коран, Коран же Он не послал для людей. Также говорится «Заликаль китабу ля райба фи худан лиль муттакин». Эта книга нет сомнения. Это ниспослано от Всевышнего. Так же, как нет сомнений и в Торе, и в Библии. Вот в России самые больше это мусульмане, богобоязненные люди, держат самый длительный пост. Это в России. Это почти 20 часов. 20 часов, да. Без воды, без еды. Да, потому что, когда делают намерение, «Навайта ан асуму сауми шахри Рамадан, миналь фаджри иляль магриби халисан лилляй тааля, Аллаху акбар». Я намереваюсь поститься от рассвета до заката. Всевышний говорит, что этот месяц – мой месяц. И люди, верующие, именно соблюдающие пост, это говорит ради меня, не ради себя. А в другие дни люди все делают для себя. Вот ваш дом, дом Аллаха, много молодежи приходит? Да. Вот интересно, даже вот в этом году очень замечается, что люди-то преклонного возраста, меньше остается их. Их меньше становится, и даже которые приходят на обеденную молитву, а уже к вечеру на разговение не приходят. Значит, получается, уже из всех прихожан только, пускай 4 бабаев держат пост, остальные все молодежь. И вот даже когда очень радостно видеть, когда вот именно ряды заполняются молодежью, они действительно искренне, они еще смотришь и радуешься на них, они ведь работают. Они работают и совершают пост. Это получается, человек искренне верит. И на вечернем таравихе, вечерний намаз сейчас есть. У нас дополнительно еще, помимо пятикратного молитвы, еще есть дополнительная молитва. И там тоже только молодежь присутствует. Это очень радует нас. И на вечернем ифтаре, в столовой, когда собираемся, все хотят заработать какое-то благо. И давайте и посуду помоем, и самим стол накроем, и уберемся мы. Вы только сидите, хазрат. Все. Это очень радостно. Я вот пожелание бы хотел бы нашим телезрителям и вообще всему городу, где мы родились, где мы проживаем, комфортно проживаем. И даже Всевышний даже милость свою нам открыл какую, что творилось на территории России, какие были катаклизмы, какие были погодные условия. Да. Нас это не коснулось. Да. Слава Аллаху. Это тоже и пожелание, в чем заключается. Я хотел бы закончить изречением пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Он что говорит? Вы никогда не войдете в рай, пока не уверуете. А вы никогда не уверуете, пока не полюбите друг друга. Указать ли вам эту дорогу, афшус саляму байникум, приветствуйте друг друга. Надо быть, чего нам не хватает, доброты не хватает. Надо быть добрыми. И вот этот месяц милости, и мы должны быть милостивыми. Мы не можем быть милосердными, потому что милосердный Всевышний только будет в следующей жизни, это уже потусторонней жизни, он будет милосердный только к верующим, кто искренне верил. А сейчас милосердный каждому, милосердный. И мы должны быть милосердными, улыбаться друг другу, любить друг друга, уважать друг друга, вне зависимости от вероисповедания. Мы все люди. Самое любимое творение Всевышнего – это человек. Оставаться надо быть человеком. Наиль Хазрят, мы вас знаем как вот человека религиозного, верующего. Вот. А мы не знаем, какой вы в мирской жизни. Вот. Расскажите немножко о вашей семье. Мы, как все простые люди, во-первых, люди. Также есть
хвала Всевышнему, и супруга. Зовут ее Амина. Воспитываем 3 детей. 3 детей. 3 Многодетная детей. семья. Старший сын Нурмухаммад, ему 15 лет. Он дома, тоже испытание Всевышнего. Он является инвалидом у нас. Второй сын у меня Нурислам, ему 14 лет. Он радость для нас. Занимается вольной борьбой. У вас вообще такой сын. Занимается вольной борьбой. Сейчас в данное время тренируется в училище Олимпийского резерва. Там уже закончил 8 класс. Какой молодец. Имеет 1-й спортивный разряд. Он далеко пойти должен. И дочка. И дочка. И лапочка-дочка. Нурия. Ее зовут Нурия. 6 годиков уже ей. Да. Вот жена у меня все только отдает воспитание своим детям. Всегда дома находится. Молодец, конечно, вот это молодец. ей благодарен за это. Молодец. Что она воспитывает детей. А я уж как папа, глава семьи, бываю иногда и строгим. А без этого как? Не без этого, конечно. Но у нас все взаимопонимание в семье. Даже немножко к молодежи хочется обратиться. Вот годами встречаются, по 6, по 9 лет встречаются, потом приходит время венчаться, и богослужение проводят, и, к сожалению, уже и детки рождаются, и детки становятся сиротами. Они, к сожалению, разводятся. Такой красивый термин выбрали себе, не сошли с характером. А мы вот с своей супругой 1 раз увиделись, 2 раз поговорили, а потом 3-й раз в венчании. И хвала Всевышнему, уже в этом году 16-й год. 16-й год. Вместе воспитываем 3 детей. Какие у вас еще увлечения есть? Вы чем-то вот, может, любите заниматься? Может, у вас какое-то хобби есть? Вот именно такого, именно определенного хобби нет, все понемножку. Ну, как говорится, мужчина, как сказал пророк Мухаммад, должен 73, говорит, профессии иметь. Должен. Правда? Да, 73. 73? Да. А вы сколько? Ну, даже вот немножко пчеловодством. Ну, это хорошо. Да. И немножко и спорту немножко уделяем. А какие виды спорта? Ну, вольная борьба. Сколько ушло времени на то, чтобы сделать его таким красивым? Эта мечеть построена народом. А реставрация у нас началась с 8-го года и продолжалась почти 5 лет. Вот это минарет, новый минарет, пускай в мечети, благоустройство. Раньше не было места, например, для богослужения отдельно для женщин. Сейчас появилось для женщин, пожалуйста. Женщины могут посещать. Покажем. И это женщины могут посещать, слушать молитву. Пятничный проповедь могут, пожалуйста, приходить слушать. Есть специальные места для омовения для женщин. Есть где встречать гостей. После каникул школьных собираем детей, рассказываем, кто они есть, о канонах ислама, как относиться надо, вести себя в обществе, жить. Вот это. Устраиваем различные чаепития, сладостями немножко балуем. И перед разговением я хотела бы спросить вас, молодой человек по имени Динар, что для вас пост, что для вас ураза, как вы его выдерживаете, что вам помогает выдержать этот очень длительный период? У меня вообще в этой жизни 1-й раз пост. Первый? Первый, Удивительно. Первый, да. Ну и какие ощущения? Хорошие, правда. Хорошие. Хорошие, очень хорошие. Вот, как Божья помощь вот, держит. Даже хорошо очень, кстати. Очень хорошо. Аузубилляхи минаш шайтани раджим, бисмиллахи рахмани рахим. Пост, прежде всего, это, значит, священная обязанность каждого мусульманина в этот священный месяц Рамазан. Поэтому пост это не только голодание там, или воздержание от пищи, поэтому пост нам дает позитив, позитивную энергию для дальнейшей жизни. Рамазан бейрәме бөтен яктан яхшы. Бу Аллаһка ризалык өчен. Менә 1 ай ураза тотарга кирәк, кемнең хәле бар. Кемнең хәле юк, барга тырышабыз. Аллаһ Тәгалә барлык куәт бирә. Менә үземнән гыйбарәт әйтәм. Бар бу тәкбиргә баса. Кем
ислам динінде яшей, Алла тәртіпке басалар, иманы болғаш, Алладан қорыққаш, Алла тырышалар, яшерге. И для меня это радость пост. Я доволен тем, что я держу пост. Это дает мне силу в этой жизни. Это делает меня крепким. Я думаю, никакие блага мира не заменит мне пост. Пост делает человека смиренным. Человек, он как бы заново рождается. У него не бывает плохих мыслей. Вся его жизнь наполнена только благими деяниями, потому что он боится Аллаха Тааля. Он боится за то, что ему нести ответ, потому что мы в этом мире просто в гостях. Мы находимся, в столовой находимся, да, где у нас происходит разговение. Перед разговением постящиеся мусульмане совершают вечерний намаз. Наступило время ифтара, разговения. Вся еда на столе халяльная, то есть разрешенная Аллахом, и начинается ифтар с традиционного чаепития, а затем уже подается основное блюдо. Вот так дружно, в сообществе, проходит разговение в мечети. Идет восхваление Аллаха. Аллах велик. Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха. Свидетельствую, что Мухаммад – посланник Аллаха. Спешите на молитву, спешите к спасению. О Аллах, Ты далек от всех недостатков, и я восхваляю Тебя бесконечно. В присутствии имени Твоего во всем высоко величие Твое, и кроме Тебя мы никому не поклоняемся. Истинное восхваление принадлежит только Аллаху, Господу миров, милость которого безгранична и вечна. Владыке судного дня, Тебе поклоняемся и у Тебя просим помощи. Направь нас на правильный путь, путь тех, которым он был дарован, не тех, на которых Ты разгневался, или тех, которые сошли с него. Хвала великому Господу моему, слышит Всевышний того, кто восхваляет Его. Господь наш, лишь Тебе хвала. Хвала Господу моему, который превыше всего. Господь наш, дай нам в этой и в будущей жизни благой. Защити нас от огня ада. Прости меня, Господи, прости меня, Господи, прости меня, Господи. А в заключение я хочу пожелать всем мусульманам города здоровья, терпения и достойно завершить великий месяц Рамазан. Будьте здоровы. Ассаламу алейку ва рахматуллахи ва баракятух. جمل